Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим, Малики Яумиддин, ва ашхаду ан ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Сегодня, у рабы Аллаха, когда сядет солнце, мы с вами вступаем в очень важный период года. Это первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа, благословенные великие дни, самые лучшие из дней. Аллах Субхану ва Тааля возвысил эти дни и поклялся ими в своей книге «Валь-фаджри ва-лаялин ашр». Клянусь утренней зарей и клянусь 10 ночами. Под 10 ночами подразумеваются как последние 10 ночей в Рамадан, так и первые 10 дней вот этого наступающего месяца Зуль-Хиджа. Ибн Аббас сказал, что речь идет в аяте об этих 10 днях, первых 10 днях месяца Зуль-Хиджа. О, рабы Аллаха, эти дни это самые лучшие дни в году. Так же, как последние ночи Рамадана, 10 последних ночей Рамадана, это самые лучшие ночи в году. Среди вот этих 10 лучших ночей Рамадана, самое главное, самое лучшее из ночей, ночь Аль-Кадр. А среди вот этих лучших дней в году, самый лучший, главный из дней, это день Арафа. И это Яумун Нахар, день жертвоприношения. О, рабы Аллаха, вот перед нами это благословенное время, которое является поприщем для приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому не подобает мусульманину упускать это время. Нужно подойти к этому времени, а это всего лишь 10 дней, самым рачительным и самым внимательным образом, чтобы потом не пожалеть. Когда уже бесполезно будет жалеть, бесполезно будет сокрушаться. Передано от пророка, алейхиссалату вассалям, во многих хадисах побуждение совершать побольше самых замечательных праведных деяний в эти дни, очищающих деяний. Передано в Сахих Бухари и в других сборниках от Ибн Аббаса, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма мин айям, аль-амалу салиху фихинна, ахаббу иля Аллахи мин азил айям». Нет дней, праведные деяния, в которые были бы также любимы Аллаху, как эти 10 дней. То есть деяния, совершенные праведные в эти 10 дней, самые любимые для Аллаха Субхану ва Тааля. Когда сподвижники это услышали, они сказали: «Валяль джихаду фи сабилилля». И даже джихад на пути Аллаха, посланник Аллаха, он сказал: «Валяль джихад фи сабилилля». И даже джихад на пути Аллаха. «Илля раджуль хараджа би нафси ва малихи, фалам ярджи мин залика бишей». Кроме человека, который отправился со всем своим имуществом и со своей жизнью и вернулся без всего этого. Без всего имущества и без жизни вернулся. Аллаху Акбар. Этот хадис разве не указывает тебе на величие этих дней и на то, что это замечательная возможность для тебя, о рабы Аллаха? В этом хадисе не сказано, какие именно праведные деяния нужно совершать в эти дни. Это значит, что любые праведные деяния, совершенные в эти дни, они на особом счету у Всевышнего Аллаха. Самое главное, на что ты должен обратить внимание в эти 10 дней, что приближает к Аллаху Субхану ва Тааля больше всего, это обязательные предписания. Фарды, которые Аллах вменил тебе в обязанность, а среди фардов самое главное это ас-саля, это намаз, предписанный Аллахом. Потому что сказано: «Ма такарраба илей абди бишейин, ахабба илей мимма фтаратту алей». Не может раб приблизиться ко мне посредством чего-то для меня более любимого, чем то, что я вменил ему в обязанность, говорит Всевышний Аллах. О, рабы Аллаха, обратите внимание, эти 10 дней, чем они замечательны? Замечательны тем, что в отличие от всех других дней в году, в эти дни вместе собираются все столпы ислама. Аллаху Акбар. Таухид это всегда намаз, закат, пост и хадж. Они никогда не собираются вместе, кроме как в эти дни. Благословенные дни, главные виды поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, они собраны в этих днях. О, рабы Аллаха, поэтому нужно себя показать Аллаху в эти дни с хорошей стороны. Покажи себя Аллаху благим. Иди в мечеть для совершения намаза. Приходи в мечеть рано. Иди в мечеть, иди на намаз с достоинством, со спокойствием. Читай Коран, книгу Аллаха побольше. Поминай Аллаха Субхану ва Тааля. Истигфар. Проси у Аллаха Субхану ва Тааля прощения.
выполняя наилучшим образом обязательные намазы и не забывая раватиб, то есть эти сунны, которые делаются перед обязательным намазом или после обязательных намазов. Просто дополнительные намазы побольше совершай. И поминай Аллаха Субхану ва Тааля много, особенно много произносить тахлиль, такбир и тахмид. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал: «Фааксиру фихинна мина тахлиль, ват такбир, ват тахмид». Побольше произносите в эти дни тахлиль, то есть ля иляха илляллах, такбир, то есть Аллаху Акбар, и тахмид, то есть слова альхамдулилля. Из праведных деяний у рабы Аллаха, которые в эти дни установлены в шариате, это пост, ас-сиям. Пост вообще из лучших деяний. Спросили пророка, алейхиссалату вассалам, Абу Умама сказал ему, сказали: «О посланник Аллаха, укажи нам на такое деяние, которое ведет нас в рай. Укажи мне на деяние, которое ведет меня в рай». Сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам: «Алейка биссоум, фаинна ля мисля». Соблюдай сом, соблюдай пост, потому что нет подобного ему. Потому что пост – это защита от наказания Аллаха, это защита от грехов. И передано ан-Насаи от одной из жен пророка, алейхиссалату вассалам, что он вот эти 9 дней месяца Зуль-Хиджа, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постился, проводил их в посте. Поэтому давайте не будем упускать эту возможность. В эти дни побольше садака у рабы Аллаха, побольше милостыни. Укрепите родственные связи в эти дни. Делайте все доброе в эти дни, потому что двери добра и пути добра, их много, не пренебрегайте этим. Делайте добро во всех многочисленных проявлениях его. И у рабы Аллаха из вещей, на которые нужно обратить внимание в эти дни, поклонение великое, которым приближается человек к Аллаху, это курбан. Это резание животного жертвенного. 10-й день Зуль-Хиджа и в 3 последующих дня. Посмотрите, паломники, те, которые в хаджи, они режут ради Аллаха животное там в хаджи, которое называется хади. Это поклонение называется аль-хади. А те, которые дома, которые не в хаджи, они тоже режут животное. Но только это поклонение называется аль-удхия, курбан. Аллах Субхану ва Тааля так по своей мудрости запретил человеку, который собирается резать курбан на праздник или в 3 последующих дня, запретил этому человеку стричь ногти и удалять что-то из волос на голове или на теле, пока он не зарежет свое жертвенное животное. Сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Иза раэйтум хиляля зиль-хиджа, ва арада ахадукум ан юдаххи, фальюмсик ан ша'рихи ва адфарихи». Когда вы видите месяц новолуния Зуль-Хиджа, и кто-то из вас собирается зарезать жертвенное животное, пусть воздержится от удаления или пострижки волос и ногтей. Это что? Приказ воздержаться. А приказ означает обязательность. А в другом хадисе, в другой версии: «Иза дахалатил ашру, ва арада ахадукум ан юдаххи, фала ямасса мин ша'рихи ва башаратихи шей'a». Тот из вас, когда наступает 10 дней Зуль-Хиджа, кто из вас хочет резать курбан, пусть не касается своих волос и своей кожи, то есть речь идет о ногтях, удаление чего-то из ногтей или кожи. Посмотрите, а это запрет. А запрет означает что? Что это запрещено, что это не просто нежелательно. Поэтому, если ты собираешься ради Аллаха выполнить это поклонение, то сегодня, когда сядет солнце, с этого момента и до того момента, когда ты зарежешь свое жертвенное животное, ничего не удаляй из волос на голове или теле и не стриги свои ногти. Почему это так? Зачем это установление Аллаха? Говорят ученые, что мудрость этого заключается в следующем. Паломники режут жертвенное животное там, в Мекке, а мы с вами режем здесь. Аллах нам позволил с ними соучаствовать в этом поклонении, резании животного. И Аллах нам вменил в обязанность, запретил то, что запрещено им. То есть часть того, что запрещено им. В ихраме человеку, который в хаджи, запрещено стричь ногти, запрещено удалять волосы. И нам поэтому тоже запрещено. Мы соучаствуем с ними в этом поклонении, резании, и соучаствуем с ними в выполнении одного из запретов ихрама. И это возвеличивание обрядов Аллаха Субхану ва Тааля
Но кто должен именно воздержаться от удаления ногтей? Если человек режет за себя и за свою семью жертвенное животное, это не значит, что его семья тоже должна воздержаться. Именно он сам, тот человек, который непосредственно от себя на его деньги режется, это жертвенное животное. А семья его, на семье и на других людях, домочадцах не лежит эта обязанность. И хвала Аллаху, который установил для нас вот эту возможность приблизиться к Нему и возвысить и возвеличить Его обряды. Ибо сказано в Коране: «Залика ва ман юаззим ша'аир Аллах, фа инна мин таквал кулуб». И поистине те, которые возвеличивают обрядовые знамения Аллаха, обряда Аллаха, то это признак богобоязненности сердец. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам совершить поклонение Ему наилучшим образом и примет от нас. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.